Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Мы продолжаем изучать раздел «Культурное наследие». Тема урока «Алдар Көсе. Народный герой». Сегодня на уроке ты будешь понимать ключевые моменты в коротком тексте. Вспомнишь особенности жанра «Загадка». Учиться согласовывать прилагательные с существительными. Задание первое. Отгадай загадку. В шубе чудесный я был и жадного бая перехитрил. Что нужно знать, чтобы отгадать загадку? Чтобы отгадать загадку, надо обратить внимание на признаки и действия предмета, на его сходство с другими предметами. Это Алдар Көсе. Допиши словосочетание прилагательное плюс существительное. Что? Шуба. Шуба какая? Чудесная. Кто? Бай. Бай какой? Жадный. Существительное шуба отвечает на вопрос «что», потому что это неодушевленное существительное жансыз зат есім. Не деген сұраққа жауап береді. А существительное бай отвечает на вопрос «кто». Это одушевленное существительное жанды зат есім. Кім деген сұраққа жауап береді. Что? Книга. Книга какая? Интересная. Книга – это неодушевленное существительное. Отвечает на вопрос «что». Жансыз зат есім. Не деген сұраққа жауап береді. Кто? Ученик. Ученик какой? Умный. Ученик отвечает на вопрос «кто», потому что это у нас одушевленное существительное жанды зат есім. Кім деген сұраққа жауап береді. Задание второе. Прочитай. Допиши каждое предложение, чтобы получился рассказ. Слова для справок. Честный, справедливый, находчивый, хитрый, казахский, народный, жадные, лодыри, глупцы, бедные, честные. Проверяем. Первое предложение. Алдар Көсе – главный герой каких казахских народных сказок? Второе предложение. Он очень какой находчивый и какой хитрый. Третье предложение. Алдар Көсе всегда защищает каких бедных и честных людей. Четвертое предложение. Этот безбородый обманщик наказывает каких жадных богачей, кого лодырей и кого и глупцов. Пятое предложение. Сказки об Алдар Көсе учат быть каким честным и каким справедливым. Молодцы, ребята. Задание третье. Работа в парах. Используя материал упражнения 2, составь синквейн. Пятистишие. Первая строчка – Алдар Көсе. Вторая строчка – 2 прилагательных. Находчивый, хитрый. Третья строчка – 3 глагола. Защищает, наказывает, обманывает. Четвертая строчка – предложение. Алдар Көсе защищает бедных и честных людей. Пятая строчка – одно слово об Алдар Көсе. Защитник народа. Отлично.
Задание 4. Вспомни сказки об Алдаркусе. Первая сказка. Алдаркусе дождался, когда хозяева крепко заснули, потихоньку встал, подкрался к котлу, выловил мясо и съел. Насытившись, он изрезал на кусочки кожаные сапоги хозяйской дочки и кинул их в котел. Вторая сказка. Однажды в аул, где жил Алдаркусе, приехал незнакомый человек. Вскоре он со всеми подружился. Всем он был неплох, и только одно не нравилось Алдаркусе в новом друге – его необычайная скупость. Третья сказка. Переглянулись батраки, да ничего не сказали. Ладно и так, коль нет надежды на мясо и мясной отвар, неплохая еда. А Алдаркусе уже хлопочет в стороне. Горит костер, кипит чугунный казан, варится баранья туша. Сказки. А. Алдаркусе его скупой друг. Б. Как Алдаркусе накормил батраков. В. Жадный бай и Алдаркусе. Ребята, обратите внимание на значение слов. Скупость – это жадность. Батраки – это бедные работники. А тварь – это бульон. Не читая эти сказки, можно ли догадаться, какой отрывок к какой сказке относится? Первый отрывок относится к сказке «Жадный бай и Алдаркусе». Молодцы. Второй отрывок сказки относится к сказке «Алдаркусе и его скупой друг». Молодцы. Третий отрывок из сказки относится к сказке «Как Алдаркусе накормил батраков». Молодцы, ребята. Задание 5. Найди и выпиши. Выпиши из отрывков сказок, задание 4, словосочетание прилагательное плюс существительное, признак по материалу, из которого изготовлен предмет. Дополни своими примерами. Образец. Железная дверь. Дверь из железа. Проверяем. Кожаные сапоги. Сапоги из кожи. Мясной отвар. Отвар из мяса. Чугунный казан. Казан из чугуна. Молодцы, ребята. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.